Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей и коротко о главных темах. Более 10 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Сунтарском районе. Макет легендарного советского танка Т-34 ко Дню Победы установят в Амгинском районе Якутии. Якутянка Надежда Ангарская стала победительницей шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Почти 30 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Якутии за минувшие сутки. Об этом рассказал Айсен Николаев в ходе ежедневного брифинга по эпидобстановке в регионе. По данным на 13 часов дня выявлено 29 человек с COVID-19. Из них 12 в вахтовом поселке Дорожников в Сунтарском районе. Один человек выявлен в Мегино-Кангаласском районе и 16 случаев заражения зафиксировано в Якутске. Общее количество заболевших на сегодня составило 311 человек. По Якутску хочу сказать, что из выявленных 16 новых случаев 7 это случаи, связанные с нашей республиканской офтальмологической больницей. Поэтому здесь мы будем принимать все меры, еще раз говорю, для того, чтобы как можно больше охват сделать по контактам, по родным, близким, всех пациентов, всех медиков, которые работают в этой больнице, для того, чтобы все-таки мы этот очаг в ближайшие дни погасили. У нас уже 56 человек, вот из этих 311 заболевших всего имеют отношение или к работникам, или к пациентам офтальмологической больницы. Также глава рассказал о текущей ситуации на Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Накануне оттуда было вывезено 200 человек 2 рейсами в Башкортостан. Сегодня готовятся еще 2 рейса. Напомню, что ранее на Чаиндинском месторождении развернули мобильный госпиталь МЧС на 12 койко-мест с проходимостью от 40 до 60 человек в сутки. Сегодня там разворачивается пункт временного размещения на 125 человек. Что касается Чаиндинского месторождения, то здесь у нас ситуация полностью под контролем. Мы работаем в тесном взаимосвязке с руководством «Газпрома», с руководством крупнейших подрядных организаций, с оперативным штабом правительства Российской Федерации. Вот вчера у нас первые 2 рейса с вахтовиками здоровыми, без признаков коронавируса и с отрицательными тестами уже вылетели на Уфу и уже там приземлились. Сегодня еще сейчас уже из аэропорта Талакана тоже будут сделаны 2 рейса, опять же на Башкирию, которая первая согласилась принять своих вахтовиков. Они готовы были принять даже и своих больных сограждан, но было сейчас принято решение, что в первую очередь должны быть отправлены здоровые. По больным количество больных и так далее будет уточняться после тех анализов, которые как раз сейчас сегодня, вчера проводят с силами СОГАЗа на территории Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Напомню, что из 29 случаев за сегодня 12 зафиксировано в Сунтарском районе Якутии. В связи с текущей эпидобстановкой там глава региона подписал указ о продлении карантина на территории вахтового поселка компании ВОСТ-СИП-Спецмонтаж. Точная дата окончания пока неизвестна, он продлится до особого распоряжения. К другим новостям. Сотрудники Росгвардии спасли пожилую женщину из горящего 2-квартирного жилого дома в поселке Нижний Курана Халданского района. Росгвардейцы заметили возгорание на крыше жилого дома, передали информацию пожарной службе района, затем направились в квартиру для спасения и оказания помощи. Помещение уже было задымлено, присутствовал запах гари, в прихожей осыпалась штукатурка. Однако основной корпус дома не был поврежден огнем. В течение 5 минут сотрудники Росгвардии помогли женщине одеться в теплые вещи, вывели ее на улицу и сопроводили в патрульную машину для ожидания приезда родственников. По информации регионального управления МЧС, возникновение пожара случилось в результате короткого замыкания распределительной коробки электропроводки. В Амгинском районе к Дню Победы установят макет легендарного советского танка Т-34. Его поставят в память о воинах-амгинцах, защищавших родину на фронтах Великой Отечественной войны.
Проект реализовали в рамках местных инициатив. В прошлом году во время подготовки к 75-й годовщине Победы администрация Амгинского наслега участвовала в конкурсном отборе по 3 проектам. Из них отобраны были 2, в том числе проект изготовления и установка танка Т-34. Автор Ильян Павлов, родом из Татинского района. Он является создателем многих культурных памятников. Макет легендарного танка Т-34 изготовлен по размеру 1 к 1. Все детали сделаны вручную. В эти дни Ильян Павлов установит гусеничный трак танка. Размеры с 202 брали. Ну, как бы старались в один. И по масштабу, по всем размерам. Вот старались, как могли. Ну, думаю, получился хороший танк. На 80-й год решаемся, чтобы она еще и двигалась с ревом мотора. Ну, на юбилей, на 80-й год, юбилейный. В детстве лепили с пластилина, ну, как бы взрослеем и воплотили в жизнь. К другим новостям. Победителем шоу «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ3 стала наша землячка, резидент Comedy Woman Надежда Ангарская. За победу в телешоу она получит квартиру в Москве. О том, с какими испытаниями пришлось столкнуться, сюжет Ульяны Шагиной. За испытаниями участников 8-го сезона шоу «Последний герой» несколько месяцев наблюдала вся страна. Победа Ангарской стала неожиданностью для многих. Многие были уверены в победе другого участника – Дмитрия Павлюка, а потом и Игоря Жука. Но якутянка показала настоящий северный характер и устояла в нелегких для участников испытаниях. Самое сложное испытание для меня – это, наверное, были голосования, в которых мы должны были выбрать кого-то, в первую очередь для себя, чтобы человек покинул проект. Для меня это больше такой эмоциональный всплеск морально-этических отношений, что ли, человеческих отношений. Надежда достойно прошла все тяжелейшие испытания и оставила позади 15 соперников. На филиппинском острове Палаван в первозданных джунглях она провела 39 дней. И каждый из них, конечно же, открыл здесь возможности, о которых раньше и не задумывался. Я поняла, что мы очень многое можем добиться в своей жизни. И, в принципе, каждый человек способен на что-то большее, чем у него есть, чего он добился. Вот. И что каждый из нас может достичь какой-то цели, если в себя поверить. Без телефона и права позвонить своим близким, сыну и матери. Но в последний момент они сами прилетели на остров, чем не только удивили Надежду, но и придали сил для дальнейших испытаний. Давайте посмотрим трогательный момент из этой серии. Эту победу я бы посвятила маме. Мама мне всегда говорила, что я самая красивая. А я ей не верила, потому что я же вижу со стороны. Как я могу быть красивой? Я заплакала, сидела, тебе не верю, нет. Она мне говорила, что я талантливая, что у тебя все получится. А еще мама мне сказала, никогда не жалей себя. Свою победу Надежда в первую очередь посвятила своей маме, ведь именно она поддерживает ее во всех ее начинаниях. Поддержала и во время участия в проекте, полностью взяв на себя воспитание внуки. Моя мама очень сильный человек, очень сильный человек. Она для меня герой. И она мне сказала, ну что ж, уж иди до конца как-то. Насколько сможешь, так и иди далеко. И вот с такими мыслями я осталась. И во многих испытаниях, в которых я понимала, что я там боюсь переступить, вдруг упаду, ой-ой-ой, я вспоминала свою маму. Резидентом Comedy Woman Ангарская стала в 2010 году. Тогда же и переехала из Нерюнгри в Москву. Сегодня она успешно записывает песни, а также выпускает одежду для женщин размера плюс сайз. Скучать ей во время карантина некогда. Основное время, конечно же, занимает воспитание сына. Периодически я занимаюсь спортом, а потом что, готовлю еду, кормлю, мою, готовлю, ем, готовлю. Думаю, что приготовить, опять готовлю. На самом деле в этой шутке есть доля шутки. Потому что все мы на изоляции стали гораздо больше есть. И не говорите мне, что это не так, что вы не такие. Я знаю, что все едят больше. Надежда не забывает о Якутии. Время от времени приезжает на родину, привозит коллег, выступает здесь концертами. А в свободное время поет песни о Якутии, поддерживая своих земляков в столь сложное для всех время. На последнем совете, когда голосовали выбывшие из племени героев, я была в этой футболке. Поэтому Якутия, я не зря написала Якутия спасибо, потому что всегда чувствовала вашу поддержку.
в своих земляков. Догадывались о ее победе в шоу многие, так как Надежда последняя вернулась с Филиппин. Несмотря на то, что многие испытания давались ей с трудом, а от некоторых она и вовсе отказалась, доброта и человечность помогли ей дойти до финала и стать победителем. Ульяна Шагина, Евгения Хлопков, Якутск. Последний герой! Он перед вами! Надя Ангарская! Поздравляем! И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.